Меня зовут Ерхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». К сожалению, от проявления казахстанского бюрократизма с непонятными проявлениями шовинизма страдают и местные татары. Причем татарам не повезло в большей степени, что ли, чем русским в Казахстане. Например, татарская община столичного города Североказахстанской области, а именно Петропавловска, натерпелась притеснений не просто со стороны общественных активистов националистического окраса. Национализм в отношении татар Казахстана проявился и со стороны официальных государственных и окологосударственных структур. Итак, Петропавловск – самый северный крупный город Казахстана. Город расположен в 40 километрах от границы с Россией, а до столицы Казахстана, Нур-Султана, ехать 428 километров. Численность Петропавловска в 2020 году насчитывала около 219 тысяч человек, а татар в этом городе проживает чуть больше 6 тысяч человек. Если смотреть на историю освоения этих территорий Казахстана, на историю строительства городов на севере Казахстана, то большую роль здесь сыграли русские в 18 веке, а в 19 веке к этому делу подключились татарские купцы, благодаря капиталу которых край получил фактически второе дыхание. К началу 20 века в Петропавловске насчитывалось 9 мечетей, и все они были построены татарскими купцами. Но, увы, пришла советская власть, минареты мечети стали спиливаться, 3 мечети и вовсе были снесены, уничтожены. Вы только вслушайтесь в название этих мечетей. Мусатаевская, Касымовская и вовсе были построены татарами по личному указанию Екатерины Великой. Потом Муратаевская, Давлеткильдейская, Динмухамедовская, Янгуразовская мечети. В названиях всех этих мечетей вшиты имена выдающихся татарских купцов. Ну ладно, советская власть ушла. Казахстан стал независимым государством. А что стало с богатым культурно-историческим наследием Петропавловска? Увы. Но местные власти Казахстана вообще никак не заинтересованы в сохранении исторического облика города. Когда я готовил для вас материал, уважаемые зрители, то в какой-то момент задумался, а не специально ли стараются стереть татарский облик с северного Казахстана. Вы только взгляните, во что превратилась Давлеткильдейская мечеть. Вот это свежее фото. И вот сохранившийся минарет Давлеткильдейской мечети. А из второй соборной мечети, которая еще называется как Касымовская, Подгорная или Яушевская, местные бизнесмены вообще сделали сауну. Вы только взгляните, какой татарской красавицей была эта мечеть в начале 20 века, в начале 20-х годов. Но кое-какая татарская жизнь вокруг мечети все-таки еще теплится. Татарскую общину Петропавловска на сегодня объединяет мечеть Динмухамад. В 1999 году татарская община Петропавловска наконец официально смогла добиться, чтобы здание мечети Динмухамад ей передали. Состояние было удручающее. У мечети отсутствовал минарет, михраб, была разрушена входная группа, отсутствовали полы, отопление, электричество, водопровод, канализация. Все это пришлось восстанавливать руками татар Петропавловска. В 90-х годах татарская община мечети Петропавловске выступила с инициативой готовить религиозные кадры в России, а именно в Казани. Председатель общины и имам мечети Динмухамад Рафаэль Резапов в 1995 году написал письмо главному имаму Северо-Казахстанской области Усену Айдосову. Перед вами письмо Резапова. В ней имам татарской мечети просит послать шакирдов на учебу в медресе 1100-летия принятия ислама в Казани. Имам области отказал Резапову в прошении. Чтобы вы понимали, мечеть Динмухамад управлялась татарской общиной и была такой единственной в Казахстане, в то время как в целом в стране насчитывалось около 2300 мечетей. В то время в Казахстане почему-то решили, что правильнее будет, если имамы казахстанских мечетей будут получать религиозное образование не в российских учебных заведениях, а в арабских странах, в том числе и в Саудовской Аравии. Сами понимаете, что такая политика ставит вопрос, а не экспортируется ли таким образом в Казахстан ваххабизм и салафизм.
В 2011 году по татарской общине Петропавловска был нанесен мощный удар. В Казахстане встал вопрос о перерегистрации религиозных и культурно-национальных организаций и общин. В итоге это все превратилось в изматывающее бюрократическое удушение татарской общины, которое привело к ликвидации самой общины и к смерти человека. Вот как эту процедуру описывают сами члены татарской общины Петропавловска. 3-4 были тогда, значит, попытки подачи документов. 3-4 раза была религиозная экспертиза. Департамент по делам юстиции вынес постановление об отказе в перерегистрации. Нас выживали, но мы не уходили. Нам отказали всякими путями. То у вас перевод на казахский неправильный, то вы устав не так перевели. Но мы-то ведь не переводим. Мы не языковеды. Нам проводил тот же акиматовский переводчик. За это мы заплатили сумму кругленькую. Ну и где наша вина? Если они неправильно там какое-то слово написали по незнанию или так путаницу ввели, а мы в этом-то не участвовали в переводе. Мы только деньги заплатили и документы отдали. Объясню всю суть ситуации. Татарская община должна была по новым требованиям регистрации переписать свой устав и свою организационную документацию на казахский язык. Татарская община была не против этого нововведения. Она обратилась в администрацию Североказахстанской области. Местные жители ее еще акиматом называют. Община заплатила деньги за перевод акиматовскими чиновниками-переводчиками. Но такой перевод на казахский язык не хотел принимать регистрирующий орган власти. А деньги-то община уже заплатила. В общем, 2011 года раз в 1-2 месяца татарская община пыталась найти правду и справедливость в казахстанских судах. Это длилось практически до 2013 года. Татарам Петропавловска было важно сохранить у себя в уставе, во-первых, возможность выбирать и назначать имама мечети Дин Мухаммад из числа татар, то есть татарского имама. Во-вторых, чтобы проповедь в мечети велась на татарском языке. Татары Казахстана прекрасно понимали, что родной татарский язык их покидает. Мечеть Дин Мухаммад была единственным прибежищем, единственной крепостью для татарского языка. Вот какое письмо написал имам мечети Резапов главному имаму области. В нем говорится, что ислам и мечеть помогут восстановить и сохранить национальные обычаи, традиции и язык как казахского, так и башкирского и татарского народов. Правда, казахским властям два этих положения не нравились. Вот, взгляните, какой проект договора о вхождении мечети Дин Мухаммад и татарской общины в состав казахстанского муфтията прислали татарам Петропавловска. Черным по белому написано: больше никаких независимых выборов имама Наиба и больше никакого татарского языка в татарской мечети, построенной татарами до революции. Согласитесь, изгнание татарского языка таким образом как-то не очень вяжется с тюркским братством, с тюркским единством. Согласитесь, что за спиной казахского языка стоит вся мощь государства Казахстана, а за спиной татар Петропавловска лишь их вера, их иман. Здесь весовые категории явно не одинаковые. Нежелание татар читать и слушать проповедь на казахском языке в казахстанских СМИ ставилось им в упрек. Старейшая мечеть Петропавловска Дин Мухаммед не прошла перерегистрацию, и агентство по делам религии планирует ликвидировать ее в судебном порядке. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Марат Азельханов в ходе второго форума религиоведов в Астане. Мы ранее сообщали, что во время проверки в татаро-башкирской мечети был обнаружен ряд нарушений. Здешние имамы проповедуют не на государственном языке и не ведут совместную работу с духовным управлением мусульман. Господин Азельханов еще раз напомнил частным мечетям, что агентство по делам религий не будет оказывать им никакой помощи. Скажу, что перед законом все равны. Мечеть Дин Мухаммед не хотела работать с духовным управлением мусульман, которое объединяет почти 2300 мечетей по всей стране. Они решили работать отдельно, и мы со своей стороны не будем оказывать таким мечетям никакой помощи. Все они прекращают свою деятельность. В ходе проверки там обнаружили множество нарушений, даже некоторые документы не соответствовали нынешнему закону о религиозных объединениях.
А суть этих нарушений на самом деле сводилась к тому, что татары Петропавловска платили акиматовским переводчикам деньги, чтобы те перевели их документацию на казахский язык. А агентство по делам религии Республики Казахстан каждый раз разворачивало татар Петропавловска, мол, у вас перевод неправильный. В 2011 году татарская община Петропавловска при мечети Дин Мухаммад подала заявление, чтобы вступить в Ассамблею народов Казахстана. Но в Ассамблее от этого заявления отвернулись. Видите ли, если бы у татарской общины не было бы на руках здания в виде мечети Дин Мухаммад, их бы еще приняли в свои ряды. Но пока у них есть здание, татарская община является собой религиозную организацию, а не общественную. Имам мечети Рафаэль Резапов в 2013 году был вынужден перед татарами с прискорбием зачитать, что больше их организации не существует. Ну а мечеть Дин Мухаммад лишается своих владельцев, потому что здание мечети было зарегистрировано на имя общины, на юрлицо. Мы сегодня собрались с вами для того, чтобы обсудить ликвидацию нашей общины. Мы знаем с вами, что 20 февраля уже год будет скоро, нашу общину по суду ликвидировали, заочная принудительная ликвидация, якобы там у нас документация неправильная и так далее, и так далее. Мы это оспаривали на судах, но суды у нас, сами знаете, несправедливые. Вот, мы надеемся, что рано или поздно справедливость восторжествует. Поэтому сегодня мы собрались вам, чтобы пояснить, разъяснить решение о принудительной ликвидации религиозной объединения Петропавловской религиозно-башкирской общины мусульман. Ликвидацию татарской общины, запустение мечети и как следствие ее ветшания и разрушения имам Рафаэль Резапов переживал очень тяжело, глубоко. Этот удар со стороны казахских властей был и ударом по его здоровью. Он ненамного пережил ликвидацию общины татар. В 2014 году он умер. Прежний имам мечети Рафаэль Резапов старался, насколько это было возможно, сохранить мечеть. Он умер из-за этих переживаний, говорит Суфар Махмутов. Он очень переживал по этому поводу. Вот, он очень сильно переживал по этому поводу. Эта мечеть, она оказалась бесхозной. И юридически ее уже могли, она никому не принадлежала. И он очень сильно переживал, что ее могли отнять. Он подавал иски различные, он пытался апелляции различные подавал. Просил, чтобы я там отнес и в Духовное управление мусульман Татарстана, и в Конгресс татар. Ну, я, конечно, исполнял его просьбы, но я думаю, что, к сожалению, такой помощи не оказали. Ауыр туфрағы жеңіл, урына ұжмақта болсын. Но представители татарской общины Петропавловске продолжили свою борьбу за свое существование, шли суды. В 2016 году община и мечеть Дин Мухаммад все-таки прошла регистрацию и вошла в состав Духовного управления мусульман Казахстана в качестве филиала. Право на избрание имама татарина и на проповедь на татарском языке община Петропавловска еле-еле, но все-таки смогла отстоять. В марте 2021 года, то есть в этом году, в Казахстане вновь началась эпопея с перерегистрацией татарской общины. Опять из Духовного управления мусульман Казахстана пришел проект, чтобы имам мечети назначался из числа казахов и татарского языка, чтобы не было больше в мечети Дин Мухаммад. Тогда активисты татарской общины Петропавловска пошли ва-банк, ведь на кону опять либо потеря мечети, либо ее сохранение. Активисты подняли публичную шумиху, обратив внимание, что деньги в размере 60 миллионов тенге, в рублях это 10 миллионов рублей, выделенные на реставрацию дома купца Янгузарова, как бы пропали. В этом доме предполагалось сделать музей татарской культуры. Вот кадры самого откровенного распила денег в Казахстане, из-за чего сегодня страдают татары Казахстана. Кто украл деньги, выделенные первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым для создания музея татарской культуры в доме купца Янгуразова, город Петропавловск? Кто подписывал акты приемки? Ну, мы видим здесь, что происходит. То есть здесь какое-то общежитие,
кровати. Ремонта никакого тут толком-то видно и не было. Ремонт на 60 миллионов. Старая штукатурка не зачищена, поверх нее сразу же наложена просто краска. Все облупилось. Железные фронтоны не заменены, не покрашены. Крыша протекает, то есть она не была качественно сделана. Вообще сделана ли крыша, непонятно. Фронтоны между первым и вторым этажом, посмотрите, где труба. Крыша не ремонтирована, поэтому она текет. Вот здесь посмотри. Крыша не была ремонтирована, поэтому она протекает. Обратите внимание, какой был ремонт. Здесь даже не зашпуривали, не красили, не выравнивали окна. Посмотрите, старая краска вся осталась. В общем, активистам татарской общины Петропавловска удалось привлечь внимание к коррупционной истории, связанной с реставрацией дома Янгузарова. Были написаны заявления, которые сопровождались очень выразительными фото и видеоматериалами. Вроде как всякие антикоррупционные комитеты и службы Казахстана, правоохранительные органы начали разбираться с тем, кто и как украл эти 60 миллионов тенге. Но татары Петропавловска добились своего. Удушающая хватка казахского национализма во властных структурах вокруг шеи общины ослабла. Татарам удалось сохранить и татарский язык, проповеди в мечети Дин Мухаммад, и право выбирать из своих татарского имама, а не навязанного духовным управлением мусульман Казахстана. Чтобы вы понимали, дом купца Янгузарова находится на балансе духовного управления мусульман Казахстана. Отсюда и понятна реакция духовного управления. Татарская община Петропавловске небогатая. Еле-еле сводит концы с концами, чтобы содержать здание мечети Дин Мухаммад. Здание, кстати, топится углем. Татары Петропавловска боятся подключаться к центральному отоплению, боятся, что так попадут в жилищно-коммунальную кабалу, так как быстрее всего накопят долги. Поэтому мечеть Дин Мухаммад полностью содержится лишь за счет средств и пожертвований татарской общины Петропавловска. По словам активистов этой общины, Духовное управление мусульман Казахстана, куда татарская община входит на правах филиала, не перечислила ни одной тенге, чтобы поддерживать мечеть. Вот такую тяжелую борьбу за свою национальную идентичность, за свой татарский родной язык, за свою веру ведет татарская община Петропавловска в Казахстане. А смелость и храбрость активистов татарской общины, которые не боятся идти против казахского национализма, поражает и впечатляет. Завершить наш выпуск о татарах Казахстана хотелось бы кадрами, как татары Петропавловска в начале 90-х годов своими руками восстанавливали порушенную и поруганную мечеть Дин Мухаммад. Bugün менә мәчетебезнең эченә килеп, бабайларыбыз 5-6 яшьләребез, безнең киләчәк яшьләребез килеп, менә идәнне тәртипкә салып, идән җая башладык. Мондан элгәре май аенда шурашуда әйткән идем, Алла Тәгалә берсә безнең эшебез барыр дип. Время истекает. Ой, нельзя же говорить. Рафаэль, давай быстрее какие-то парни сейчас перепишем, и чтобы как захочет, давай подсписывай. Можно сюда перепишем.
заденем. Веревку отпустите, Михаил? Нет, эту веревку нам нужна еще.